День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. И сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. Михаил Мишустин представил в Госдуме ежегодный отчет правительства. Среди приоритетных задач, поставленных перед правительством президентом, он назвал достижение финансового суверенитета страны. Одним из основных вызовов прошлого года стала инфляция. Мы принимали необходимые меры, тщательно отслеживали ситуацию, ведь от ее динамики зависит уровень реальных доходов граждан. В Москве обсудили мастер-план агломерации Тикси-Найба. Она станет одной из ключевых пунктов, которая будет обеспечивать функционирование Северного морского пути. Он совершенно отличается от самого городского типа поселка Тикси. И, конечно же, население интересует с развитием, чем они будут заниматься. В Якутии полным ходом идет подготовка к сезону большой воды. Закуплена новая техника, проводятся превентивные мероприятия. В районах работают оперативные группы. Толщина льда чуть-чуть выше, поэтому, возможно, будут заторы. К этому мы готовимся. Не только колыбель самобытной культуры и традиций, но и центр передовой медицины. Республика представила достижения регионального здравоохранения на ВДНХ. Конечно, внедрение искусственного интеллекта в фтизиатрии – это уже работа совместно с отечественными разработчиками. Много направлений, которые хочется показать. Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь. В республике стартовала запись в первые классы. Подать заявление можно в 2 этапа и сразу несколькими способами. Первоочередное право поступления имеют также дети служащих специальной военной операции. Почти четверть из 3000 инвестиционных проектов, начатых за последнее время на Дальнем Востоке, с применением господдержки завершены, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ежегодном отчете перед Государственной Думой. Он рассказал, что в экономику и социальную сферу макрорегиона за 2023 год вложено более 3 триллионов рублей. Активно повышается уровень транспортной связанности внутри Дальневосточного федерального округа. За 3 года по льготным тарифам единая дальневосточная авиакомпания перевезла более 800 тысяч человек, сообщил председатель правительства. За последнее время с применением государственной поддержки там начата реализация около 3000 инвестиционных проектов. Почти четверть из них уже завершены. Хорошую динамику показали и механизмы, которые применяются на территории макрорегиона. Среди них это дальневосточная концессия, единая президентская субсидия, ну и, конечно, дальневосточный гектар, что позволило за 4 года создать около 1000 объектов социальной инженерной инфраструктуры. А земельные участки получили свыше 120 тысяч человек. Активно повышается уровень транспортной связанности внутри округа. За 3 года по льготным тарифам единая дальневосточная авиакомпания перевезла более 800 тысяч человек. В Москве обсудили мастер-план агломерации Тикси-Найба. Она станет одной из ключевых пунктов, которая будет обеспечивать функционирование Северного морского пути. Разработка мастер-плана проходит в 2 этапа. В настоящее время идет первый этап – исследовательская часть разработки, которая включает в себя разностороннюю аналитику по различным направлениям. Подробнее о мастер-плане Тикси-Найба расскажет моя коллега Айсена Бурнашова. Поселок Тикси – самый северный порт России, центр Булунского района. Село Найба расположено к юго-востоку от Тикси в 165 километрах. Благодаря мастер-плану 2 населенных пункта объединят в одну агломерацию. Главная особенность развития Тикси-Найба связана с обеспечением функционирования Северного морского пути. Безусловно, для развития Арктики нашей якутской вот эта агломерация имеет крайне важное значение и для районов, прилегающих вдоль Лены и вдоль Яны, так, с учетом как раз развития Найба. Тикси-Найба станет практически северным оазисом с круглогодичным морским портом, а еще научным центром, благоустроенной городской средой, дорогами, жилыми и социальными объектами. Реализация мастер-плана поспособствует повышению качества жизни почти 5000 человек. Документ содержит 2 основных этапа. Первый этап – это, с одной стороны, анализ ситуации
в том числе плотное общение с населением, чтобы понять проблематику, чаяния людей и, конечно, формирование видения. Второй этап – это непосредственно проектные решения. Проектные решения носят как общий характер стратегически, касающихся и поселка Тикси, и села Найба, и территорий вокруг этой единой зоны расселения. И, конечно, конкретные решения по зданиям, благоустройству, объектам. Мастер-план будет разработан на основе пожеланий и потребностей жителей Булунского района. На первом этапе мастер-планирования эксперты уже провели опрос местного населения и анализ территории. В топе запросов – строительство и реконструкция школ, больниц, спортивных залов и дома культуры. У нас поселок Найба, он является сельскохозяйственным, и он совершенно отличается от самого городского типа поселка Тикси. И, конечно же, население интересует с развитием, чем они будут заниматься, какая у них будет деятельность, какая у них будет работа. И, конечно же, тут перспектив очень много. Но у них есть развитое оленеводство, рыболовство. Это такой традиционная хозяйственная деятельность населения. Конечно, мы представляем, что поселок будет яркий, красивый, востребованный. Та логистика, которая планируется в рамках мастер-планов, существенно повысит качество жизни людей. Также предусмотрено строительство морских терминалов в поселке Найба, расширение морского порта Тикси. Конечно, все жители мечтают, чтобы Тикси стал действительно столицей Якутской Арктики. Первый этап мастер-планирования завершат в апреле этого года. Скоро в Булунском районе пройдут очередные встречи с местными жителями и экспертами для совместного обсуждения будущих объектов. Срок реализации второго этапа – июнь 2024 года. Напомним, что создание мастер-плана для агломерации Тикси-Найба организовано в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина по созданию сети опорных населенных пунктов федерального значения в арктической зоне страны. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Григорий Николаев, Москва. ВВП России вырос в 2023 году на 3,6%, что вдвое больше, чем соответствующий показатель у государств с развитой экономикой, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства. Он уточнил, что речь идет о предварительной оценке Росстата. Мишустин отметил, что в 2023 году давление на Россию возросло, но в стране удалось успешно пройти период адаптации. Также глава Кабмина обратил внимание на снижение в отчетный период сырьевой зависимости России, указав, что нефтегазовые доходы государства выросли в прошлом году на 25%. С учетом того, что мы изначально и в стратегии, в планах предполагали, что в этом году объем рынка должен составить примерно 1 300 000 единиц техники всех категорий и чуть больше 800 тысяч автомобилей производства. Но вот судя по результатам работы первого квартала, 214 тысяч автомобилей произведено и около 350 тысяч рынок. Но я думаю, что если мы будем такими темпами двигаться, то и показатели стратегии, а возможно даже результаты будут выше. Все будет зависеть, конечно, еще и от денежной финансово-кредитной политики, от ключевой ставки. Занятость населения является одной из важнейших задач государства. В Якутии уровень безработицы достиг своего исторического минимума, но тем не менее стремительно развивающаяся промышленность и строительство требуют больше новых профессионалов. Государственный комитет по занятости республики приступил к тщательной работе по поиску и разработке эффективных механизмов обеспечения кадровых потребностей, сохранению рабочих мест и поддержки работодателей. Эти меры направлены на улучшение качества жизни граждан и укрепление экономики страны. В настоящее время производительность труда, внедрение инновационных технологий, реализация перспективных научных разработок, подготовка квалифицированных специалистов и регулирование трудовой миграции являются основными факторами укрепления национальной экономики и эффективного решения задач социальной сферы. Так и среди привлеченных специалистов. Будем выстраивать совершенно новую систему кадрового обеспечения, начиная от школы,
среднее учебное заведение, дальше вуз и работодатель. То есть это та система, которая позволит на сегодня готовить кадры под конкретные уже специальности заранее. И таким образом на момент выхода этих предприятий на свою полную мощность мы уже будем иметь необходимый кадровый потенциал и систему обучения этих кадров на возобновляемой основе, чтобы это у нас действовало не отрезочно, а именно системно и последовательно. Около миллиона медиков, работающих в первичном звене здравоохранения, уже получили дополнительно к зарплате специальные социальные выплаты. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. Кроме того, с марта дополнительные денежные надбавки стали получать и медики, которые работают в сельской местности, районных центрах и малых городах с числом жителей менее 50 тысяч человек. Теперь врачи будут получать выплату 50 тысяч рублей, а средний медперсонал – 30 тысяч рублей. В населенных пунктах с численностью жителей от 50 до 100 тысяч человек поддержка составит 29 и 13 тысяч рублей соответственно. Сегодня в отчете правительства в Государственной Думе председатель уделил большое внимание достижениям отрасли здравоохранения за последние годы. Это, безусловно, и борьба, и победа в пандемии, участие медицинских работников в оказании медицинской помощи участникам специальной военной операции, оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях и многое другое. Конечно, отмечено было и что количество объектов здравоохранения, открываемых в последние годы, беспрецедентно высокое. Практически каждый день в среднем открывается минимум 3 объекта здравоохранения, отремонтированных или вновь построенных. Конечно, отмечены были в том числе и успехи в увеличении ожидаемой продолжительности жизни. Она максимальная за все предыдущие периоды. Самые низкие показатели младенческой смертности. Внимание большое было уделено кадровым вопросам. Социальные выплаты, которые по поручению президента уже с марта месяца выплачиваются медицинским работникам малых населенных пунктов. Это еще один этап в поддержке кадрового потенциала в наших населенных пунктах, находящихся в сельской местности. Амгинская ЦРБ приобрела мобильный цифровой рентген-аппарат «Парус» в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, реализуемой в рамках национального проекта здравоохранения. На днях техники из Кабардино-Балкарии установили и запустили данное оборудование. Этот современный аппарат предназначен для проведения сложных операций, экстренной рентгенографии и диагностики в стесненных условиях. Оборудование передвижное, что позволяет проводить обследование прямо в палате. Стоимость аппарата составляет 13 миллионов рублей. Этот аппарат позволит точно определить характер травмы, переломы или снять другие необходимые рентгенологические исследования, провести больным, которые по каким-то причинам прикованы к постели. Так, на этом аппарате непосредственно будет работать наша рентгенологическая служба, врач-рентгенолог и рентген-лаборанты, которые будут пользоваться этим аппаратом. Сегодня проведена настройка аппарата и обучение медицинского персонала. Российские власти будут и далее улучшать меры поддержки для семей с детьми. Об этом заявил Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. Председатель правительства отметил, что особое внимание уделяют многодетным семьям. На федеральном уровне уже закреплен их правовой статус, установлены единые социальные гарантии. По мнению премьера, прочная база для такой работы создана. Также среди приоритетов формирование цифровой платформы для управления в сфере комплексного социально-экономического и пространственного развития населенных пунктов. Уважаемые коллеги, когда речь идет о развитии страны, значимую роль играют и вопросы воспитания подрастающего поколения. Во всех регионах мы возводим, обновляем дошкольные учреждения. Они теперь могут принять на 150 тысяч ребят больше, на 157 тысяч больше, чем еще 4 года назад. Родителям стало проще устроить туда детишек от 2 месяцев до 7 лет. 2 года назад по поручению президента начали программу капитального ремонта общеобразовательных организаций. Уже привели в порядок свыше 4000 зданий. Из них в прошлом году около 2500 и, конечно, продолжается строительство новых. А если до занятий долго добираться, то помогают школьные автобусы. В российских субъектах поставили почти 3000 таких машин в 2023 году.
Всем младшеклассникам по инициативе главы государства предоставляется бесплатное горячее питание за счет федерального бюджета. Его качество на особом контроле, в том числе со стороны родителей. Это вопрос здоровья ребят. Отдельно поддерживаем преподавателей, которые берут на себя классное руководство и кураторство. Это огромная ответственность. Они настоящие наставники для своих подопечных. Таким специалистам по поручению президента добавляем по 5000 рублей к зарплате. Ну и с марта вознаграждение в удвоенном размере назначается в населенных пунктах, где живет менее 100 тысяч человек. В них, кстати, работает свыше 565 тысяч педагогов. Соответствующее постановление правительства, кстати, подготовлено. Люди получают положенные им средства за прошлый месяц, положенные им средства за прошлый месяц уже в апреле. С сентября ежемесячная надбавка в 5000 рублей станет выплачиваться и советникам директоров по воспитанию в школах и в колледжах. В общей сложности примерно 37 тысячам сотрудников. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Вскрытие реки Лены на территории республики по предварительным прогнозам ожидается 9-10 мая. Более точный прогноз опубликуют в середине апреля. Толщина льда на 21 марта составляла от 60 сантиметров в районе Витима до 100 сантиметров в районе Ленска, что ниже нормы. Снегозапасы же превышают норму, что может негативно повлиять на прохождение ледохода. В Иркутской области в верховьях Лены ситуация противоположная. Снегозапасы небольшие, а толщина льда превышает норму. Прохождение ледохода будет зависеть от погодных условий. Тем временем в Ленском районе полным ходом идет подготовка к паводку. Проведены совещания, объезды и смотр сил и средств ответственных служб, предприятий и организаций, которые будут задействованы в случае чрезвычайной ситуации. В курсе всех событий Светлана Балеева. Смотр сил и средств прошел на площади Ленина. Здесь традиционно была собрана техника и личный состав нескольких ведомств, сотрудникам которых предстоит бороться со стихией и помогать людям в период половодья. Это сотрудники МЧС, полиции, Ленинской ЦРБ, службы спасения, представители жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжения и сотрудники ДПС. Все они отчитались о готовности и рассказали о действиях подразделения во время ЧС. Задача группы – оповещение населения о предстоящей эвакуации посредством СГУ, охрана общественного порядка, недопущение мародерцев на период паводковой ситуации в местах эвакуации населения. У вас есть для осуществления именно окарауливания личный состав, который будет нести дежурство до окончания чрезвычайной ситуации? Здесь предусмотрен резервный личный состав, который задействован. Также подготовлены 5 моторных лодок, способных непосредственно приблизиться к местам. Во время паводка каждая из структур несет ответственность за определенные действия. Так, задача МБУ «Гранит» – создать резерв автотранспорта для эвакуации населения на пункты сбора. ЛПТС должен обеспечить население необходимым запасом питьевой воды. АЗС, акционерная компания «Иркутскэнерго», обеспечить своевременное отключение электрических подстанций. Здесь представлены службы комиссии по ЧС и ПБ, которые будут задействованы в паводковый период. Здесь у нас медицинские службы, службы Роспотребнадзора, наши предприятия города. У всех у них доведены функциональные обязанности. Осмотрев технику и пообщавшись с членами оперативных бригад, начальник службы спасения республики Иннокентий Андросов отметил, что смотр сил и средств, предназначенных для оперативного реагирования при паводке, проведен успешно. Также в рамках подготовки к пропуску весеннего половодья комиссия осмотрела гидротехническое сооружение дамба. Руководитель бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Петр Аргунов рассказал, что сегодня в Ленском районе проводится чернение льда на заторопасных участках. На реке Лена по 4 схемам и по 5 на реке Нюя. Более 5 миллионов на эти мероприятия заложили, и уже сейчас конкурсные процедуры уже проведены, подрядчики определены, и мероприятие уже проводится. Это у вас зачернение льда, самое главное
перед Затаропасным участком у острова Батамайский. Мероприятие по зачернению проводится в Ньюе. На это мы заложили из федерального бюджета больше миллиона рублей. Иннокентий Андросов рассказал, что в этом году в Ленском районе по снегозапасам превышение нормы. Воды будет много, при заторах возможно превышение опасных отметок. Толщина льда чуть-чуть выше, поэтому, возможно, будут заторы. К этому мы готовимся. И вместе оперативной комиссии будет работать тут подрывная группа. В случае затора на определенных уровнях примем решение на проведение подрывных работ. Завершилась рабочая командировка правительства с заседанием комиссии по чрезвычайным ситуациям, где также обсуждался вопрос подготовки к паводку. Глава района на совещании отметил, что в Ленском районе под угрозу подтопления попадает 4 населенных пункта. Это более 23 тысяч человек. Сегодня готовятся пункты для временного размещения. Создан стратегический запас продуктов и продовольствия на 30 миллионов рублей. Проведены командно-штабные учения, проверены системы оповещения. Заключены контракты на установку временных гидропостов. По составу сил и средств у нас 1256 человек. Значит, это количество уточняется по технике. Сформирован резерв материальных ресурсов. Всего запланировано на эти работы порядка 13 миллионов рублей предусмотрены в районе по поселениям. В процессе совещания отчитался о готовности к паводку и заместитель главы города Илья Крамынин. Определены источники хозяйственно-питьевого назначения, дополнительно заключен договор на подвоз питьевой воды и также договор на обеспечение горячим питанием. Для эвакуации людей в случае ЧС будут привлечены автобусы МБУ «Гранит», закрепленные за каждым из 10 сборных эвакуационных пунктов. Имеется на территории города 2 системы оповещения, это КСО и РАСЦО. Также заместитель главы города отметил, что предпаводковые работы на гидротехническом сооружении дамба начнутся с 8 апреля. По предварительным данным, вскрытие реки Лена на территории Ленского района ожидается в первой декаде мая. За несколько дней до этого в Ленск прибудет правительственная группа, которая будет контролировать прохождение ледохода. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Перед началом паводкоопасного периода и пожароопасного сезона Главное управление МЧС России по Якутии усилилось новой техникой. В эксплуатацию поступил комплекс многофункциональной беспилотной авиационной системы на базе автомобиля повышенной проходимости. В состав комплекса входят 2 единицы беспилотных воздушных судов самолетного типа «Орлан-10». Основная задача комплекса – воздушная разведка очагов природных пожаров и зон подтопления с целью получения необходимой информации и доведения ее в близком к реальному времени до органов управления и сил МЧС России для оперативного принятия решений. Максимальная продолжительность полета не менее 10 часов. Также высота полета до 5 километров, диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 40 градусов по Цельсию. Экипаж составляет 3 человека. План применения комплекса на паводкоопасный период, проведение воздушной разведки, ледовой и паводковой обстановки на заторопасных участках реки Лена от Хангаласского и до Кабельского районов. А на пожароопасный сезон будем применять на мониторинг очагов возгорания в районах, где будет установлен повышенный класс пожароопасности. С 3 апреля грузоподъемность льда на переправе Якутск-Нижний Бестях понижена до 30 тонн. Сотрудники ГИМС и дорожной организации, обслуживающие переправу, еженедельно измеряют толщину льда и при достижении определенных параметров снижают грузоподъемность. Продолжит тему Александр Хавренко. Для безопасности водителей, пассажиров, всех тех, кто каждый день ездить с этой стороны на ту и обратно, конечно, надо проверить состояние и толщину льда. И вот прямо сейчас мы этим займемся. Давайте же узнаем, сколько у нас сейчас составляет толщина льда на протоке на переправе Якутск-Нижний Бестях. Итак, смотрим. Толщина льда составляет 1,25 м. А это... Для 30 тонн это нормально. Это с небольшим запасом для безопасности движения автотранспорта, получается. А вот если сравнить по среднегодовым, говорят, что в этом году лед немного тоньше, чем обычно. Да, вообще в это время уже в многих местах достигает 2 метров льда. 1,60 м, 2 метра. Нынче чуть-чуть структура льда маленько другая, толщина чуть поменьше. Потому что осень была теплой, поздний ледостав стал.
Важно помнить, что превышение допустимого тоннажа на ледовой переправе влечет за собой последствия. В частности, на водителя может быть наложен административный штраф. Уважаемые граждане, предупреждаем, что после закрытия переправа будет являться несанкционированной, будут выставлены посты, работать будет административная комиссия по выявлению несанкционированного выезда транспорта на лед, также выхода граждан на лед. За данное нарушение будут привлекаться в административной ответственности в виде наложения штрафа. По информации ГИМС, 10 апреля грузоподъемность на переправе Якутск-Нижний Бестях будет снижена до 20 тонн. А на 15 апреля запланировано официальное закрытие переправы. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. Станция судов на воздушной подушке в Якутске откроется на 204-м микрорайоне. По словам Владимира Сивцева, на новом причале построят платформу для безопасной загрузки и выгрузки судов на воздушной подушке. На эти цели уже выделены средства. Министр транспорта подчеркнул важность этой инициативы для обеспечения безопасности и удобства жителей Якутска. Напомню, решение перенести причал для судов на воздушной подушке было принято после многочисленных жалоб жителей 202 и 203 микрорайонов на сильный шум, который идет от судов, когда они набирают скорость. Совмещать приятное с полезным сотрудники Минэкологии Якутии из разных подведомственных учреждений провели совместные работы по расчистке завала русла реки Кенкеме. Это облегчит рыбам нерест в верховьях реки весной. Подробнее в сюжете Амана Отова. Сегодня на реке Кенкеме идет субботник по расчистке завала. Это мероприятие проводится в рамках указа главы об экологическом благополучии. Такие работы поспособствуют сохранению и оздоровлению водных объектов. В субботнике приняли участие более 20 сотрудников 5 подведомственных учреждений Минэкологии Якутии. Как вы все знаете, Кенкеме является также особо охраняемой природной территорией. Вот уже буквально вот с этой стороны начинается ОПТ. И получается, мы в данном мероприятии, пытаясь очистить вот это русло, помогаем, во-первых, самой реке Кенкеме, также по улучшению экологического потенциала и также по развитию экологического туризма на ОПТ. В ходе расчистки стволов дерева и кустарников заготавливаются дрова, которые в дальнейшем будут переданы ветеранам природоохранной отрасли для отопления домов. Вот работа у нас идет с 9 утра, у нас сбор был. Сегодня на местность приехали примерно 10 часов и сразу приступили к работам. Сегодня к вечеру, наверное, закончим. Объем древесины здесь не маленький. Сегодня работают 4 бензопилы. Ну и как раз-таки вот добытые дрова мы отвозим ветеранам нашей отрасли как помощь. Сегодняшнее мероприятие поспособствует многим факторам. Самое главное – это облегчит рыбам нереститься в верховьях реки и оздоровит состояние водного объекта. Аман Отов, Аэлита Махно, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели. После небольшой паузы оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. С Нового года в Нерюнгри работает новый аэропорт. Реконструкция объекта велась более 2 лет. Строительство взлетно-посадочной полосы и нового аэровокзального комплекса стало возможным благодаря реализации в Якутии национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». С открытием нового аэропорта расширилась и сетка полета. Появились новые рейсы до Красноярска, Эльгинского угольного месторождения, а также увеличилось количество рейсов в Москву, Новосибирск и Иркутск. Теперь в эти города самолеты летают практически каждый день. За 3 месяца работы аэропорт Нерюнгри обслужил более 75 тысяч пассажиров. Пропускная способность увеличилась до 300 пассажиров в час. Для пассажиров, значит, открыто, значит, все возможности, можно сказать, имею в виду. 6 стоек регистрации, то есть, соответственно, получается все удобства для регистрации даже параллельно 2 рейсов. Пассажиров, прошедших регистрацию, срочно приглашаем в зону спецконтроля для прохождения предполетного досмотра и посадки в самолет.
Также в новом здании, несмотря на увеличившийся поток пассажиров, быстрее организован процесс обработки багажа и предполетного досмотра. Тут стало намного просторнее, теплее. Досмотр, конечно, более квалифицированный у нас пошел, потому что как бы 2 камеры нам не надо поднимать, вертеть, крутить самим чемоданы. Как бы у нас идет в 2 проекциях сразу все видно. Качество обслуживания пассажиров значительно улучшилось. Благодаря одновременной работе нескольких регистрационных стоек, автоматической ленточной системе обработки багажа, комфортной зоне досмотра и зала ожидания. Сейчас нет такой давки, как раньше. В старом вокзале вообще было мало места, была давка. Здесь намного больше места, много мест для пассажиров, где они могут разместиться. Старый аэропорт, конечно, то еще. Ладно, а здесь тоже надо бы что-нибудь, чтобы покушать было. Какие-то кафешки или что-то. А так, в принципе, нормально. Модернизация коснулась не только здания аэровокзала, но и других объектов. Это новая аварийно-спасательная станция и обновленная взлетно-посадочная полоса с увеличенным коэффициентом сцепления и современными световыми приборами. Светосигнальное оборудование – это совокупность аэронавигационных огней, которые установлены по определенной схеме на аэродромном поле. Это совокупность электрооборудования и аппаратуры дистанционного управления, предназначенные для взлета, посадки и выпуска вылета воздушных судов, а также руления воздушных судов на перроне. Реконструкция позволила повысить эффективность и результативность работы аэропорта, который всегда считался воздушными вратами Южной Якутии. Напомним, что Нерюнгри – это 10-й по счету аэропорт, который модернизировали по национальному проекту в республике. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Порядка 70 школьников стали участниками регионального этапа Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего». Это 17 команд из 12 районов Якутии. Они показали мастерство владения пультом управления дроном в скоростном пилотировании. Подробнее о ходе соревнований расскажет наш корреспондент Тимур Калмогоров. Крутые повороты, узкие проходы и резкие смены высоты. Школьники сидят в полной сосредоточенности на управлении FPV-дронами. Гонки проходят на трассе в специальном симуляторе. Ранее в муниципальном этапе приняло участие около 200 человек. Из них на региональный этап вышли порядка 70. Айтал Васильев – один из них, прибывший из Нюрбинского района. Впервые я заинтересовался дронами, когда я был на уроке информатики. Сперва я думал, что это занятие не так уж и не будет легким. Но когда я попытался, оно оказывается даже более легким, чем кажется. В некоторых случаях я даже захотел своему другу, чтобы полетать с ним в дроны, поиграть, то есть. В каждой команде присутствовало 4 участника – наставник, 2 пилота и техник-инженер. Они должны пройти трассу за кратчайшее время. Кроме этого, их ждала теоретическая часть, ошибка на которой прибавляла по секунде за вопрос к общему времени. Итогом пилотирования является сумма времени лучших результатов обоих пилотов. Ребята, которые со мной приехали, занимаются первый год, у них первое соревнование. И это как ознакомительный конкурс для них. Мероприятие проводится региональным отделением движения первых совместно с Федерацией гонок дронов России. Основная цель чемпионата – получение молодежью востребованных навыков в управлении и разработке дронов. Я думаю, что вот такие вот проекты, подобные соревнования очень полезны для детей, потому что дети очень увлекаются техникой, и им нужно где-то развиваться, да? Как понятно, что развитие идет, когда есть соревновательный интерес, да? Всероссийский чемпионат пилотирования дронов «Пилоты будущего» – это уникальное событие, которое позволит участникам не только прокачать свои навыки, но и узнать много нового. Победители регионального этапа примут участие во всероссийском конкурсе, который пройдет в Москве. Тимур Калмогоров, Георгий Григорьев, Якутск. В Алданский детский сад «Крепыш» пришли новые воспитатели, 10-классники лицея. День самоуправления прошел в рамках профориентационного проекта, предполагающего введение в профессию педагога. Школьники регулярно приходят к младшим товарищам, проводят с ними игры и занятия. Как работать с малышами подростки рассказали нашим корреспондентам.
Рабочий день в детском саду «Крепыш» начинается с традиционной пятиминутки. Сегодня воспитатели, нянечки и педагоги впервые приступают к выполнению обязанностей. К занятиям и играм с дошколятами новенькие сотрудники готовились серьезно. И сейчас приемы и технологии им предстоит отработать на практике. Это первый опыт. С виду кажется вот все, что легко, это все. А потом вот приходили на консультации к воспитателям, они нам давали конспекты, чтобы мы проводили какие-то занятия с детьми. Вот. И, тяжеловато это, конечно. День самоуправления в детском саду прошел в рамках профориентационного проекта. 10 класс лицея является педагогическим. В ходе практических занятий школьники пробуют себя в качестве наставников. Подростки, знакомясь с профессией, не только учат детей, но и учатся сами. Это не просто в том, что мы рассказываем о профессии, да, нашей, да, а это получается, как бы ребята получают профессиональные пробы. То есть они конкретно, в конкретном детском саду, они работают с конкретными детками, они работают с конкретными педагогами. В этот день в садике все было по-настоящему. Прием на работу нового сотрудника, беседы с родителями одного из воспитанников, поставка продуктов, в ведении заведующего вопросов масса. Пока Артур Станиславович разбирался в ситуационных задачах, у детворы шли занятия. Так воспитанники старшей группы совершили прогулку по лесу. Дети были полностью заинтересованы, дети были погружены в процесс, дети отвечали, дети с интересом выполняли все задания. Физкультура и музыка, развитие речи и математика. Занятия в группах велись согласно плану. Конечно, школьники волновались не на шутку. Однако, придя в группы, новые наставники нашли у своих маленьких воспитанников огромную поддержку. По молодым коллегам могу сказать, что мы спокойны за наше будущее. Будущее и поколение молодцы со своими задачами. Я считаю, что в этот день справились. Я не знаю, это, наверное, какие-то самородки алданские, вот эти ребятишки с лицея, потому что они с таким энтузиазмом согласились, их не пришлось подгонять. По завершении занятий был проведен педсовет. А когда прежние воспитатели вернулись в группы, детишки первым делом поинтересовались, когда школьники придут к ним еще раз. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. На этой неделе во всем мире будут отмечать День здоровья. В преддверии праздника на выставке «Россия» в ВДНХ проходят различные мероприятия. Среди них и презентация Министерства здравоохранения Якутии. Гостям и жителям столицы представили самые передовые достижения республики в медицинской сфере. Какие ноу-хау удивили участников выставки, что за необычные сувениры привезли наши земляки, все знает Максим Кардозу. Невероятные звуки хомуса. Национальные танцы. Виртуальные игры для детей. Казалось бы, где здесь медицина? А выясняется, она во всем. Вибрации варгана успокаивают и снимают головную боль. VR-очки помогают в становлении на пути к правильному питанию. Мы разработали игру для VR-очков. Нужно будет собрать тарелку здорового питания. То есть игрок находится, допустим, в супермаркете и собирает в корзину те продукты, которые считает, что действительно принесут пользу. Ну а танцы – это сама жизнь. Сейчас проходит этнофитнес, некая аэробика с элементами национальных танцев. Приглашаю всех желающих размяться, поправить свое здоровье, потанцевать, приобщиться к культуре разных северных народов, и, конечно же, получить прекрасный заряд энергии и отличного настроения. Это 100%. Танцы – это, во-первых, эмоции, да, это общение. У меня центр занимается женщиной предпенсионного и пенсионного возраста. Вот для них развивается память, движение – это жизнь, да, и вообще общение, эмоции. На неделю здоровья, которая проходит на выставке «Россия», из Якутии приехали специалисты 7 самых крупных республиканских учреждений системы здравоохранения и компании «Сайбирия». Все они представили свои уникальные разработки. Якутская компания «Сайбирия» сегодня показывает платформу, где можно уже с помощью искусственного интеллекта рассматривать моменты диагностики в компьютерной томографии. В период ковида очень серьезно нам это все помогло.
КФУ. Ну и, конечно, внедрение искусственного интеллекта в фтизиатрии. Это уже работа совместная с отечественными разработчиками. Конечно, много направлений, которые хочется показать. Якутский онкодиспансер представил онлайн-платформу по выявлению и профилактике различных онкологических заболеваний. Человек дистанционно проходит анкетирование, и программа, анализируя данные, решает, нужны ли дальнейшие дополнительные анализы и прием у специалиста уже в офлайн формате. Эта программа уникальная. Такой программы в Российской Федерации на сегодняшний день нет. Прошли анкетирование более 20 тысяч жителей Республики Саха-Якутия, и у 46 жителей выявлено злокачественное образование, и причем на 56% это на ранней стадии. Да? И данную анкетирование можно пройти из любой точки нашей Республики Саха-Якутия. Самое главное, чтобы был интернет, можно по телефону. Кстати, на выставке посетители могли и в грязь лицом упасть. Лечебную, абалахскую. Богатые минералами природные смеси также привезли в Москву и раздавали всем желающим. Подходят земляки, их знакомые, кто раньше жил в Якутии, рассказывают это своим детям, своим знакомым, берут образцы грязи для своих родных. Они многие осведомлены, и даже с прошлогодних выставок приезжали к нам несколько раз лечиться. Каждый день выставку «Россия» посещают тысячи людей. Это одна из важнейших презентационных площадок на сегодня. И можно с уверенностью сказать, что о достижениях республиканской системы здравоохранения теперь узнала вся страна. Максим Кардозу, Григорий Николаев. День за днем. Москва. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. В Якутии начался прием заявлений в первый класс, и перед тем, как первоклассник сядет за школьную парту, родителям нужно пройти процедуру зачисления, которая традиционно проходит в 2 этапа. Записать ребенка можно уже с начала этой недели. Подробности расскажет Дарья Короленкова. Главным критерием зачисления детей является близость школы к дому. В каждом образовательном учреждении заранее определяют перечень адресов, по которым детей принимают в первый класс. В этом году около 6 тысяч мальчиков и девочек должны стать учениками первых классов. Первый этап у нас начинается с 1 апреля. У кого есть регистрация в городе Якутске, а также по закрепленной территории и у льготников. Есть 3 вида льготы. Это внеочередники, первоочередники и преимущественное право братьев и сестер. Второй этап у нас начинается с 6 июля. Вне зависимости от регистрации на свободные места. Указу главы нашей республики, значит, не первоочередное право поступления имеют также дети служащих специальной военной операции. Многие школы принимают к себе по несколько классов за раз. Так, например, общеобразовательная школа номер 2 города Якутска в этом году принимает 5 классов, в котором 3 из них будут с якутским направлением. Каждый из них рассчитан на 30 человек в среднем. Эта школа является одной из немногих, где якутские традиции сохраняются. Наша школа, как вы знаете, национальная политехническая школа, вот поэтому у нас очень много традиций. Одна из традиций сегодня вы видели, что дети и наши учителя, я тоже должен был одеть якутский костюм. Мы все одеваем каждый месяц 1 числа национальный костюм традиционный. Для каждого учителя учебный класс – это новая страница обучения. Но для Анны Васильевны взять под крыло первоклашек не составит труда. Ведь она работает учителем уже более 23 лет и берет кураторство над 1 классом уже не впервые. Каждые 4 года мы, учителя начальных классов, набираем новый класс. Быть учителем, наверное, это призвание все-таки, да? Дать как бы толчок для образования, для маленького человека, жизнь, большую среду. Когда дети уже зачислились, да, у нас в нашу школу,
вот после этого, этих всех испытаний у нас идет 4 дня школа будущего первоклассника, когда ребенок и учитель в тесном контакте знакомятся, и учитель за эти 4 дня ребенка смотрит, и что ему нужно, что необходимо за лето, да, это все обговаривается с родителями. Заявление в школу можно будет подать на едином портале госуслуг. Документ будут рассматривать в 3 рабочих дня после окончания приема заявок. Дарья Короленкова, Иван Сорокаумов, Якутск. Команды 21 страны из 6 федеральных округов и регионов России примут участие в 8-х международных спортивных играх «Дети Азии», которые пройдут с 25 июня по 7 июля на своей исторической родине в Якутии. Еще 5 стран запросили отсрочку для подачи заявки. Итоги заявочной кампании и вопросы приема команд из различных регионов России и зарубежных стран обсудили на встрече глава республики Айсан Николаев и президент Международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов. Он подчеркнул, что итоги заявочной кампании показывают хорошее представительство спортсменов из всех географических зон азиатского континента. По его словам, соревнования в рамках игр по каждому виду спорта пройдут в интересной конкурентной борьбе. 16 метров высоты, 3 трассы разного уровня сложности и безграничные возможности для развития не только физических навыков, но и силы духа. В Якутске завершили строительство скалодрома. Его задействуют в предстоящих играх «Дети Азии». Как устроен комплекс и когда его откроют для массового спорта, узнала наша съемочная группа. Мечта построить в Якутске скалодром международного уровня у профессиональных альпинистов зародилась в 2015 году. Тогда была основана Федерация альпинизма и скалолазания республики. С тех самых пор этот экстремальный вид спорта, требующий большой концентрации, сыскал большое число поклонников со всех уголков республики. И вот аккурат к предстоящим играм «Дети Азии» в столице построили уникальный спортивный объект – 3-секционный скалодром. Профессиональные спортсмены уже успели оценить новое оборудование между собой, называя его не иначе, как олимпийским. Безусловно, у нас здесь нет сомнений в том, что в срок будут все объекты готовы. А учитывая большой опыт проведения в Якутии таких вот крупных массовых мероприятий, то, безусловно, у нас есть высокий уровень доверия к Организационному комитету. Сам скалодром состоит из 3 трасс разного уровня сложности. Для лазания на скорость есть эталонная трасса шириной в 6 метров. Вторая для лазания на трудность шириной в 25 метров. И самая уникальная 3-я секция для боулдеринга. Это самая современная дисциплина в скалолазании. Ее суть заключается в том, чтобы преодолевать короткие сложные трассы, организованные на небольших, часто отвесных возвышенностях. При этом страховка не предусмотрена, только маты, лежащие на полу. Этот скалодром соответствует спортивному стандарту. На нем можно проводить, ну, как мы сказали, да, международные соревнования, первенства ДФО, чемпионаты ДФО, какие-то всероссийские старты, возможно, да. То есть скалодром удовлетворяет всем требованиям. Там даже система старт-финиш была куплена в Китае, потому что она должна соответствовать международному уровню. Первыми опробуют новый скалодром члены сборной республики по скалолазанию на играх «Дети Азии». Эта дисциплина впервые в этом году включена в программу спортивных состязаний, и в ней разыграют сразу 6 наград. Предполагается, что каждая из сторон-участниц может заявить по 3 юноши и девушки возрастом от 14 до 15 лет. Ну, как известно, у нас пройдут летом «Дети Азии», игры «Дети Азии». Объект построен именно к детям Азии и по 3 видам скалолазания. Это болдеринг, это низкая, да, и скорость, и сложность, да, получается. И после игр планируется передать Федерации скалолазания республики, и уже для общего пользования населения уже будет доступно. Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что скалодром станет одним из ключевых элементов развития спортивной культуры в Якутии. И в самое ближайшее время все поклонники и любители скалолазания смогут в буквальном смысле добиваться новых высот. Петр Васильев, Илья Сыромятников, Якутск. Театр оперы и балета представит премьеру уникальной оперы с тифлокомментированием для людей с нарушением зрения. За основу было взято произведение Петра Чайковского и Иоланта в 2 действиях. С подробностями Тимур Колмогоров. Опера «Иоланта» рассказывает историю о одноименной незрячей девушке, живущей в королевстве Прованс.
Она и не подозревает о своей слепоте и живет в закрытом мире, который создал для нее король Рене, отец Иоланты. Однако все меняется с появлением в жизни девушки графа Вадемона, который влюбляется в нее. Они скрывают от нее ее слепоту, и в этом вся проблема. И когда приходит врач, они тоже хотели скрыть от нее правду. Но когда подошел молодой человек, и он рассказал ей, что она слепая, и тут началась проблема, можно сказать. Мария Михайлова исполняет партию Лауры, подруги Иоланты. Она смелая, любознательная, темпераментная среди всех жителей замка. Но, несмотря на это, Лаура, как и все, является заложницей придуманного мира короля Рене. Нам приходится каждый день подыгрывать и соответствовать этому миру, вымышленному, можно сказать. И, конечно же, как любая девушка, молодая девушка, Лаура, она мечтает о земных блаженствах, о радостях, об образовании, возможно, да, если так сказать, самовыражаться. Но ей этого не дано. Ей приходится ежедневно быть рядом с Иолантой. Тифлокомментирование для России является довольно новым явлением. Зрители такой постановки надевают наушники, а специалисты-тифлокомментаторы описывают все, что происходит на сцене, позволяя зрителям насладиться театральным искусством. Это был первый опыт. У нас первые премьеры были в ноябре. Конечно, это было для них и для нас, и для них открытием. Они слушают музыку, слушают оперу, и тем не менее им рассказывают про то, что происходит на сцене. И они были очень рады этому. Сложные и красивые жанры, такие как опера и балет, были практически всегда недоступны для незрячих. Но благодаря инициативе театра этот мир искусств был открыт для людей с нарушением зрения. Тимур Калмогоров, Георгий Григорьев, Якутск. Такое видели минувшую неделю наши корреспонденты. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике, за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.